эфире новости, подготовленные службой информации телеканала ТУВ-24, в студии Чинчика Шпукол. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В окрестностях Кызыла прошли учения Росавиации. На территории этнокультурного комплекса Албын-Булак стартовал молодежный образовательный форум лидеров. В рамках праздника Яка и Яководов в Мынгун-Тайге состоялись соревнования по курешу. Отныне тувинский музыкальный инструмент игил – продукт интеллектуальной деятельности тувинского народа. Тува в объективе нового медиапроекта. А теперь об этом и не только, более подробно. В Туве за прошедшую неделю ликвидировано 17 лесных пожаров. Накануне на аппаратном совещании принято решение отменить режим чрезвычайной ситуации в лесах республики. Напомним, что режим ЧС регионального характера был введен 4 августа решением главы Тувы Владислава Хавалыга. Он подразумевал полный запрет на посещение лесов. В борьбе с лесными пожарами местным огнеборцам помогают более 70 парашютистов и десантников Федеральной авиалесоохраны Красноярского края и Хакасии. Глава Тувы Владислав Хавалык выразил благодарность руководителям регионов и самим пожарным за помощь в Туве. Погода и, прежде всего, грамотные действия сотрудников авиалесоохраны позволили оперативно стабилизировать ситуацию с лесными пожарами в регионе. В настоящий момент в регионе действует 14 очагов лесных возгораний. В их тушении задействовано 216 человек, 76 из которых сотрудники службы авиалесоохраны из Забайкалья, Бурятии, Хакасии и Красноярского края. Выражаю благодарность своим коллегам, руководителям регионов, а также самим пожарным, что пришли на помощь Туве. Профессиональные действия огнеборцев и прогнозируемые осадки снижают риски обострения ситуации. Владислав Хавалык также добавил, что в приоритете Министерства лесного хозяйства республики проведение комплексных лесовосстановительных мероприятий. В то же время в Туве продолжается работа по установлению виновников возгораний. В рамках тренировки по организации поиска и спасению приземлившихся космонавтов недалеко от Кызыла прошли учения спасателей Росавиации. Так, по отработке поставленных задач действия координировали спасатели Тувинского, Красноярского и Камчатского поисково-спасательных баз. Подробности расскажем в следующем материале. Вот уже 14 лет Росавиация обеспечивает надежную организацию поисково-спасательного обеспечения запусков и посадок аппаратов Международной космической станции. Многие скажут, а при чем тут наша республика? Ведь приземление космонавта происходит в Казахстане. Дело в том, что над нашим регионом, над столицей республики, проходит траектория приземления частей космического аппарата. С околоземной орбиты модуль спускается не по прямой, а по вытянутой параболе. Поэтому за любым спускаемым аппаратом пристальное наблюдение ведет и Тувинская поисково-спасательная база. Перед самим вылетом спасатели проходят медкомиссию, повторную проверку парашютов и его приспособлений. Далее следует короткий инструктаж и постановка задач. Ветер по высотам 600 метров, 340 градусов, 7 метров. Позволяет выполнение воздушной тренировки согласно запланированному. Парашюты уложены, экипаж на месте. Спасатели Росавиации готовятся к очередному тренировочному полету. По легенде, двое космонавтов приземлились на территории нашей республики вблизи села Карахак в горной местности. Перед спасателями стоит задача найти их, оказать первую медицинскую помощь и доставить вертолетом в аэропорт, где космонавтов будут ждать квалифицированные врачи. И вот поиски начались. Пролетев десятки километров, вертолет обнаруживает предполагаемое место посадки членов экипажа космического модуля. Спасатели нашли предполагаемого пострадавшего, и сейчас будет происходить парашютное десантирование. Помимо упражнений по поиску и спасению космонавтов, перед спасателями стоит цель десантирования на парашютах. Местность была выбрана не случайно. Организаторы постарались максимально усложнить задачу спасателям. Именно данное место приземления позволяет прыгать только при помощи специальных парашютов. По легенде, при попытке катапультирования с космического модуля двое космонавтов были травмированы. Им оказали первую медицинскую помощь и готовят к транспортировке. Эвакуировали с помощью лебедки, с помощью тросов, которые более легко травмированы по условиям учений. Его поднимали на
трассу при помощи ремней грудных, а более тяжелого при помощи носилок. Сразу после прибытия спасателей в пункт вылета их уже ждала карета скорой помощи. В учениях принимали участие спасатели 3 поисково-спасательных баз Тувинской, Красноярской, Камчатской. Отрабатывали задачи по поиску, отрабатывали задачи по спасению, по высадке десантным способом на сурах спасателей, по подъему космонавта на борт и по эвакуации космонавта с места. Такие учения проводятся достаточно часто. Как отметили организаторы, вероятность столкновения региональной поисково-спасательной базы с подобными случаями минимальны, но все же спасатели должны быть готовы ко всему. Кроме того, такие спасательные операции проводятся не только в отношении космонавтов, но и других пострадавших, совершивших вынужденное катапультирование с летательных аппаратов. Миргана Юн, Чайхан Донгак, Мирана Иргит, телеканал Тува-24. Профилактика и борьба с заразными болезнями. Главным управлением МЧС России по Туве проведены учения в Байтайгинском районе по ликвидации очага бруцеллеза. О том, как проходили мероприятия, которые призваны выработать алгоритм действий в случае возникновения подозрения на заболевание, смотрите в следующем материале. По легенде, ветеринарными врачами в ходе лабораторных исследований выявлены положительные результаты на бруцеллез скота на Чабанской стоянке села Козылтак. Таким образом, существует угроза распространения инфекционного заболевания, общего для человека и животных. В ходе учений каждый элемент механизма действий при ЧС был отработан поэтапно. Каждый специалист взаимодействующих структур четко должен знать порядок своих действий, чтобы не допустить распространения болезни. Все структуры отработали слаженно. Стоит отметить, что учения проводились по существующей угрозе, так как в прошлом году в Байтайгинском районе в хозяйстве одного животновода был выявлен бруцеллез 7 голов крупного рогатого скота. Бруцеллез – это заболевание, которое передается человеку преимущественно от больных сельхозживотных. Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека являются овцы, козы, крупный рогатый скот и свиньи. Факторами передачи инфекции человеку от больного животного служат сырье животного происхождения – шерсть, пух, шкуры, мясомолочные продукты и другие объекты. В ходе тактика специальных учений отработан алгоритм действий при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с биологической опасностью. Айра Асад, Азамат Очур, телеканал Тува-24. К другим темам. В Туве партия «Единая Россия» провела мониторинг детской безопасности на спортивных площадках в рамках проекта «Патруль безопасности». Мероприятие было направлено на выявление возможных угроз и недочетов, которые могут представлять опасность для детей во время игр и занятий спортом. На одной из площадок в микрорайоне «Спутник» побывала и наша съемочная группа. В рамках проекта на базе общественной приемной партии сформированы рабочие группы по мониторингу детской безопасности. Составом рабочей группы, куда входят представители «Единой России», МЧС, Совета мужчин и отцов Тувы, органов власти, малогвардейцы и общественники, в микрорайоне «Спутник» были обнаружены опасные футбольные ворота. На них отсутствовала сетка, что может привести к травмам из-за случайных отскоков мяча. Мы проверяем пустынные места, где опасно находиться, да, например, те же стройки. Поэтому мы должны, во-первых, родители, мы должны нести всегда ответственность за своих детей, да, и мы, общественность, мы должны беречь то, что нам построено государством. Мы должны сами здесь контролировать, сами здесь что-то починить. Так, то, что красиво создано, если мы сами будем ломать и так относиться небережно, от этого ничего, от красивого ничего не останется, а дети негде будут играть. В процессе мониторинга были выявлены как положительные моменты, так и проблемные зоны, требующие оперативного вмешательства. Проект «Патруль безопасности» запущен по инициативе Комиссии по защите материнства, детства и поддержки семьи Генерального совета партии «Единая Россия». Активисты и сторонники партии проверили также прочность турников, подтягиваясь и выполняя различные упражнения. На данной площадке мы провели мониторинг. К сожалению, очень печально то, что население сами, то есть все построено новое, и сами же повреждают, ломают. И приходится заново это все делать. От населения это все зависит от самих. Вот, к примеру, даже если взять, где люди сидят, там очень красивые стулья пластмассовые были сделаны. Их всех содрали и пришлось им делать из дерева, простые, как скамейки. Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками МЧС были розданы памятки детям о требованиях пожарной безопасности и правил поведения при возникновении огня.
Пояснили, объяснили, и что спичками нельзя полностью играть. И также внесли свои маленькие предложения по поводу благоустройства территории на весенне-летний, получается, период, когда будет сухая трава, чтобы они полностью это все убирали, делали там какой-то покос. И также поставили больше каких-то бачков там для мусора, потому что дети полностью играют, эти всякие фантики, бумажки, потом, так не дай бог, там спичками будут также пользоваться. Физкультурно-оздоровительный комплекс в «Спутнике» построен в рамках реализации нацпроекта «Демография» и включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольные и волейбольные площадки, уличный спортивный комплекс и беговые дорожки. Также в состав комплекса входит трибуна с навесом на 100 посадочных мест. Партия «Единая Россия» планирует продолжить подобные инициативы, чтобы обеспечить максимальную безопасность на спортивных и игровых площадках на всей территории республики. Инна Клаян, Чайхан Дангак, Буян Мангуш, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. Мастер-классы, тренинги, лекции, семинары и не только. Накануне на территории этнокультурного комплекса Алтынбулак стартовал молодежный образовательный форум лидеров команда Тувы-2030. В первый день форума перед участниками выступили и федеральные спикеры. Обо всем подробно расскажет Найрасат. Объединить усилия молодежи из Тувы для совместной работы над проектами, которые имеют социальную значимость и могут повлиять на развитие региона. Вот основная цель проведения молодежно-образовательного форума лидеров команда Тувы-2030. В этом году отличие является в том, что прямо на форуме ребята могут уже написать, создать свой собственный проект и принять участие в грантовом конкурсе и, соответственно, получить поддержку, если их проект пройдет. Мы будем смотреть по сметам, потому что проекты все они разные, от 50 до 300 тысяч рублей. Поэтому будем смотреть по финансовым нашим возможностям и по тем сметам, которые предоставляют наши участники. Ключевые аспекты, тонкости и возможные подводные камни в написании своего собственного бизнес-плана ребятам помогают опытные приглашенные эксперты. В 2023 году мы на территории Федерального университета открыли студенческую кофейню, компетентностную кофейню. Мы получили грант от нашего регионального министерства, и также мы вложили собственные средства. Наша кофейня отличается тем, что мы являемся компетентностным кафе, то есть рядом у нас действительно есть очень много конкурентов, но именно на территории нашей кофейни студенты могут не только отдохнуть и покушать, но при этом еще провести свои собственные мероприятия. У нас была сегодня тема бизнес-планирования, и ребятам мы рассказывали структуру бизнес-плана. Сегодня в течение 2 часов ребята познакомились в целом с маркетинговым планом, прописали, какой продукт они хотят производить, кто их конкуренты, кто их потребители, они описали их уникальные характеристики. Проекты очень интересные, и действительно чувствуется, что участники форума хотят заниматься предпринимательской деятельностью. Молодежный форум – это площадка, где есть отличная возможность проявить себя, повысить уровень знаний и обменяться опытом. В этом году форум собрал более 100 участников из разных уголков Тувы. Планирую запустить автоматы, копировальные автоматы самообслуживания, чтобы вообще планирую именно запустить в Тувинском государственном университете, поскольку работаю преподавателем в ТУГУ. И за несколько лет работы вижу, что студентам негде распечатывать, чтобы студентам было где распечатывать, где сканировать. Хотелось бы запустить такой автомат. Ежегодный молодежный форум – это место встреч, мозгового штурма и новых идей. Долзат Оржик участвует в нем уже не в первый раз. Благодаря гранту однажды ей уже удалось реализовать свою идею в реальность. Я являюсь участницей форума «Команда Тувы-2030» 2022 года. И я выиграла в 2022 году грант на реализацию своего социального проекта, который называется «Счастье – это когда тебя понимают». Смысл проекта в том, что он направлен на психологическую поддержку детей в возрасте от 12 до 15 лет. В этом году я хочу попытать тоже удачу. Я приехала с социальным проектом тоже, который называется «Ты это важно», который направлен на психологическую поддержку участников специальной военной операции. Тоже буду работать в этом направлении.
Вечером в первый день форума прошло торжественное открытие, а также участники записали видеопоздравления и ролик в честь предстоящего Дня Республики. Через экраны смартфонов инициативная молодежь выразила любовь и уважение к своей малой родине. Айра Садбатырбазан и Азамат Очур, телеканал Тува-24. 17 августа жители республики отметят День Хюмея. В преддверии праздника, который посвящен уникальному искусству горлового пения, смычковый музыкальный инструмент игил запатентован и теперь является продуктом интеллектуальной деятельности тувинского народа. О том, как это удалось сделать, с нашим корреспондентом поделилась заместитель директора Центра тувинской культуры Менги Андар. Все подробности далее. На протяжении тысячелетий игил сопровождал всю степную жизнь наших предков, которые любили и почитали, считая его священным инструментом. И его мелодии затрагивают все, что глубоко скрыто, и помогают ярко, четко и красиво выразить чувства и эмоции. Центром тувинской культуры заявка в Федеральную службу по интеллектуальной собственности была отправлена еще в прошлом году. На данный момент свидетельство о том, что тувинский музыкальный инструмент запатентован и является продуктом интеллектуальной деятельности тувинского народа, уже получено. Отметим, что коллективом была проделана большая и сложная работа. Обосновать и засвидетельствовать того, что это культурное достояние, культурное наследие тувинского народа, это намного сложнее на самом деле, потому что мы все знаем, что Тува, она была как бы котелом, где было очень много народу с давних времен. Тут у нас жили и алтайцы, и хакасы, и многие-многие народы, киргизы, и монголы. И то есть эта территория, Центральная Азия, она считается родиной очень многих народов. И получается, многие вот эти объекты материального культурного наследия, они могут обнаружиться и не только у нас, и у многих других народов. И это касается и национального инструмента игл. Мы считаем, что это наше достояние. Это получается такая коллективная работа, потому что тут не только знания, да, скажем так, работа научных исследователей, но и работа юристов. В Туве мастеров, которые изготавливают игил по древним технологиям, чуть больше 10, а музыкантов, которые обладают этим инструментом, около 60. Игил идеально сочетается с горловым пением. Трактовка и вообще определение музыкального инструмента игила, и не только игила, и многих других музыкальных инструментов, и вообще значение, да, семантика, вот такие вот работы нам удалось найти не в таком вот, то есть глубоких аналитических работ у нас, к сожалению, отсутствует. И по этой причине, и по причине того, что игил и технологии изготовления игила, и сколько человек занимается этим инструментом, и сколько человек занимался. И вообще это фольклорное явление, да, получается, традиционная технология изготовления игила из уст в уста передавалась. И вот это доказать, засвидетельствовать было очень сложно. Когда вот нет понятия, когда именно возник тот или иной музыкальный инструмент, то мы сразу всегда обращаемся к фольклорным произведениям. В этом случае это легенда, предания, мифы. И все эти вот фольклорные образцы, они отражают то, что тувинский игил, он отличается от других видов музыкальных инструментов. И самое главное, он древнее. Диапазон игила безграничен и богат. В руках искусного игильчи инструмент может в точности изобразить все существующие в природе звуки. Двухструнный смычковый инструмент имеет овальный корпус. Исходящая из него музыка обладает лечебной, умиротворяющей и даже очищающей силой, рассказывает Эрес Ховалых. Когда этого инструмента играешь, некоторые люди плачут, некоторые вот смеются. Он даже очищает от злых духов. Ученики мои много, так-то из них есть шаманы, которые
учатся этим инструментом. Злые духи боятся от звука игила. Это инструмент из лиственницы. Такой лиственница полностью сделан. Головка из березы сделана. А спереди натянута кастрированная кожа кастрированного козла. Струны сделаны из лески. Наши предки сделали раньше из конного хвоста. У патента, как правило, всегда есть свой срок. У тувинского игила он заканчивается в 2033 году. Далее необходимо будет еще раз научно обосновать и доказать, что тувинский музыкальный инструмент игил – это продукт интеллектуальной деятельности тувинского народа. Нет сомнений, что результат в очередной раз будет положительным. Айра Асад, Владимир Шештук, Янгер Кужугет, телеканал Тува-24. Национальная борьба «Кюреш» является неотъемлемой частью любого массового торжества тувинцев. В Мегунтайгинском районе в рамках фестиваля «Яка и яководов» порядка 50 спортсменов соревновались за звание лучшего борца. Подробности в следующем материале. Национальную борьбу «Кюреш» по праву можно считать всеми любимой. В отдаленной Мегунтайге схлестнулись 47 спортсменов не только ради победы, но и ради того, чтобы показать жителям и гостям одного из красивейших районов республики зрелищную борьбу, чтобы отдать дань уважения празднику Яка и яководов. Победителям и призерам помимо денежных и ценных призов были подарены яки. Сильнейшим борцом фестиваля Яка и яководов стал Ажлан Мөге Республики Тыва Мөнгертне Кулар. Помимо схваток профессиональных спортсменов состоялся кюреш между любителями. 32 скотовода решили узнать, кто из них сильнее и ловчее. Представители региональной власти и общественные деятели также приехали поддержать и поздравить народ Мегунтайги с праздником. Считаю, что организация праздника прошла на высоком уровне. И хочу пожелать всему народу Мегунтайги хорошо отметить этот праздник, еще больше увеличить поголовье скота и с легкостью пройти следующую зимовку. Традиционно борьба «Кюреш» выдалась зрелищной и красочной на красивые броски. Стоит отметить, что сам праздник Яка и яководов прошел на ура. Мерген Оюн, Чайхан Донга, Казамат Очур, телеканал Тува-24. Тува – это горы, степи и чистейшие реки. Республика славится не только природой, но и уникальной культурой. Каждый район отличается своими традициями и историей. Об этом и не только рассказывает и показывает новый медиапроект «Амыр Менди». Наш корреспондент узнал о планах и целях у ведущей программы. Я ведущая Буяна, а вы зрители, которые насладятся не только Кажуном, но и целым городом. Баранхемчик, Агдавурак, Амыр Менди. Амыр Менди – это слово на тувинском языке, которое переводится как «благополучие». Также существуют следующие значения, такие как «здравствуйте» и «добро пожаловать». Амыр Менди – именно так называется новый проект о Туве, где съемочная группа колесит по всем уголкам нашей республики и показывает, как живут люди в районах. И у нас и отдаленные районы есть, труднодоступные есть, вот ближайшие. Конечно, в сети есть очень много информации про Туву. Мы знаем базовые стереотипы про Хомей, про Изыхан. И, конечно, есть другие стереотипы о том, что это опасный регион, бедный регион. И даже готовясь к кажунам и приезжая на месте, понимаешь, что вообще жизнь не такая, как описывается в сети. Программа рассказывает и показывает зрителям о жизни, традициях и особенностях каждого муниципального образования. В выпусках проекта можно увидеть самые яркие исторические места и достопримечательности, новые строящиеся объекты, а также о том, как преображаются и благоустраиваются населенные пункты. Для меня большая честь ездить по кажунам с замечательной командой профессионалов и показывать настоящую жизнь Тувы, что где строится, предприниматели. Очень большой стереотип, что все собираются в Кызыл. Тут якобы кипит жизнь. Да, кипит жизнь, но не стоит забывать о предпринимателях, которые и развивают свой район. Медиапроект выпускается в социальных сетях и направлен на знакомство с родным краем в простом формате. Изюминка программы – после каждого выпуска зрители могут узнать, где съемочная группа спрятала очередную бутылку с купюрой. Уже в 4 районах внимательные зрители нашли клад от ведущей. Сейчас мы отсняли 10 кажунов, 1 город, Агдавурак, на свои собственные деньги. Это довольно сложно.
в производстве, перемещения, локации. И мы, конечно, подаем на гранты главы, будем участвовать, потому что господдержка сейчас, конечно, мощная, если мы заметили. И хотели бы завершить дальше уже с поддержкой, продолжать эту деятельность, потому что в Туве действительно есть что показать. Руководитель региона Владислав Ховалык активно помогает реализовывать интересные и общественно полезные проекты инициативной молодежи. Всего на грант главы Республики Тыва в этом году было зарегистрировано 69 заявок по различным направлениям. В течение следующих нескольких недель конкурсной комиссией будет проводиться независимая экспертиза и оценка проектов. Айсу Мангуш, Буян Мангуш, Самба Салчак, телеканал Тува-24. Это была вся информация к данному часу. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч.